Он шерфініз қайырлы olsun эфирде заман саатлерде 15.30 бүгін қырмыжғалының 819 күні кетмекте. Сонки вақытқа олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Қырымда кенеде тинтувлер, бүгін олар Каменка ве хош келді қасабаларында өткерілді. Бұл ақта Мejlis рейсінің бірінші муавины Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре таққатшы ве силялы инсанлар ең азындан уч қырым татар айлесіне келген. Тимур Османов, Хайсер Халилов ве Артур Халтаевны Ақмеджеттеки экстремизмнен Курешов мерkezіне алып кеткенлер. Желялының сөздеріне көре оларының янына адвокатларны біле кечірмейлер. Здравствуйте. Добрый. А вы можете объяснить, что происходит сейчас здесь? Старший выйдет объяснить. Старший выйдет объяснить, Конечно. А когда он выйдет? Сейчас выйдет. Все уже В заканчивается. ближайшее время. То есть по какой причине сюда зашли? Суд старший. Мы не уполномочены. Все расскажут, не переживайте. А давно вы здесь находитесь? Как обычно? Да, Так, да? просто мы не имеем права с вами разговаривать, честно. Не, ну все, ладно, я задал вопрос, вы ответили. А там внутри еще, кроме следователей, кто еще находится? Понятые. Понятые? Все по закону. И вся семья, да, их? Вся семья, да. Дети есть малолетние. Сегодня день кризиса. Насколько нам пока известно, было проведены 3 обыска в домах Тимура Османова, Артура Халтаева и Хайсера Халилова. Все эти ребята друзья, насколько нам известно, имеют общий бизнес, общее дело. Они занимаются торговлей. На их торговых точках, насколько нам известно, были проведены обыски, как минимум на 2 микрорайонах Хошкельда, того же Симферополя. Как нам известно из разных источников, обыски проводились в ходе дела о нелегальных мигрантах. Якобы у них на торговых точках работают нелегальные мигранты, и в связи с этим были проведены обыски и на работе, и дома. Всех ребят, насколько нам известно, направили или направляют в так называемый Центр по противодействию экстремизму на улице Декабристов в Симферополе. Я точно знаю, что арестов не будет, это не в рамках уголовного дела, это административное судопроизводство. Если у них будут обнаружены нелегальные работники, то им грозят очень серьезные денежные штрафы. Тинтуф Алупка шайырында да кечірілген. Олған малыматқа көре Тинтуфге оғырағанлар қырым татар нефақаджылары. Себебі белі дегел Тинтуф нетижесінде телефон ве дени китапларыны алғанлар. Тапсилатлы жа невбетеки яйынларымыздан оғырене білесіңіз. Екі күні велсі қырсыланған Эрвин Ибрагимов ақта ич бір малюматы жоқ. Тек белі ке ақшам арабасынен евіне қайтқанда оны белі олмаған инсанлар тоқтатты. Шудаққасы олар Эрвинні яқалап өз арабасына юклеп алып кеттілер. Бұны таздықлаған видео түкянның көзетіже камерасына түшкен. Арабасыны есе саба бабасы тапқан, о евіне яқын ачы қапулары ве кілетлерінен ел кенарында тұрайды. Информации о местонахождении Эрвина Ибрагимова, к сожалению, на данный момент нет, никаких новостей, что это могло быть и так далее, и так далее. Утром мы общались с сотрудниками УФСБ в Крыму. Они строят разные версии, кстати, не отрицают, что, возможно, это могут быть провокации из Украины с целью дестабилизировать ситуацию здесь, в Крыму. Ну, мы в это, естественно, особо не верим. Уверяют нас, что задействованы все возможные силы на то, чтобы искать Эрвина Ибрагимова, но они сами не имеют представления, кто и зачем мог его похитить. Бұтын дүния Қырымтар Конгресі Эрвин Ибрагимов қырсызланғаны себебінден өз бейанатын ашықлады. Белі ки Эрвин Конгресінің делегаты ве Иджира комитет азасы. Эрвин Ибрагимов Бақшсарай шайырының сабық депутаты ве региональ Мejlis азасыдыр. Российская Федерация, вдобавок к продолжающей оккупации Крыма, добавила в свой список новое злодеяние против человечности. Член Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар, 30-летний Эрвин Ибрагимов, 24 мая в 23:00 был похищен неизвестными личностями. От пропавшего вчера Эрвина Ибрагимова до сих пор нет новостей. Это не первое похищение человека в Крыму, где подобные случаи продолжаются до сих пор.
Очевидно, что варварские и жестокие преступления против крымских татар будут продолжаться. Виновник всех этих злодеяний – Российская Федерация. Без промедлений она должна ответить в Международном суде за все эти преступления и понести наказание. Государства и нации всего мира должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы положить конец этим насильственным беззакониям. Эрвин Ибрагимовна Қырым татарларына қорқуда тұтмақ ечон қырсызладылар. Меджлис тарқатқан бейанатына меджлис рейсі Рифат Чубаров açıkladı. Эрвин Ибрагимов подвергся нападению целенаправленному. Есть видеокартины. Предыдущие более 20 таких похищений заканчивались очень плачевно. Некоторых мы нашли убитыми, со следами пыток. Доля остальных, судьба нам неизвестна. Будем все здесь молиться за то, чтобы нам снова увидеть Эрвина. Конечно, это целенаправленное действие, направленное на устрашение крымских татар. Мы очередной раз будем обращать внимание международного сообщества, что ситуация в Крыму все более ухудшается. И в том заявлении, которое вчера принял Меджлис крымского народа, каждое преступление, совершаемое оккупантами в Крыму, должно немедленно реагироваться международным сообществом в виде усиления санкций и большей политической изоляции России. Мы будем этого добиваться. Илми Умеров Кенеде суравда болунды. Белек оңа қаршы ФСБ жинай иш ашып сепаратизмде қабатлай. Санкио Атер телеканалының яйынында Русия бірдемілігіні бозмаға чағырған. Ләкин Илми Умеров Қырымны Русия еркенында танымағанны білдірген еді. Сегодня были следственные действия, связанные с фотопортретной идентификацией того, что я участвовал конкретно в этой телевизионной передаче. О том, что это я, будет проведена экспертиза. Кроме этого, я сегодня дал подписку о неразглашении материалов следствия. Поэтому, наверное, как бы для журналистов скажу, до начала суда будем немножко сдержаннее давать материалы по моему уголовному делу. Меджлис азалары тимсалжы орган ясақ еткен махкеме қарарына шикает берділер. Оны Русияның юқары махкемесі бақмақ керек. Шикаетні почта вастасымен Қырымнан юқары Рус махкемесіне йоллағанлар. Бұл ақта Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял білдірді. Беллики апрелінен 26-сында Қырымнан юқары Рус махкемесі Меджлис фалиетіні ясақ етіп экстремистик бірлешме кібі таныды. Махкемеде даваны Қырымнан ишғалжы прокуроры Наталья Поклонская açtı. Оның сөздеріне көре Меджлисні санки Қырым татарлар ясақ етмеге талап еткен. В основном мы говорили о тех же аргументах, что Меджлис не является общественным объединением и, соответственно, не может быть ответчиком по иску прокуратуры Крыма. Во-первых, мы говорили о том, что Верховный суд Крыма абсолютно не по праву проводил судебный процесс, так как Меджлис, если и признавать неким общественным объединением, как это требует прокуратура, то является международным общественным объединением, а соответственно суд, который должен был рассматривать вопрос о запрете Меджлиса, это Верховный суд Российской Федерации, а не Верховный суд Крыма. Ну, кроме того, мы говорим о недоказанности многих фактов, которые изложены в иски, например, недоказанность фактов осуществления экстремистской деятельности, проведения несанкционированных мероприятий, причастности Меджлиса к энергоблокаде и многие-многие подобные вещи, которые мы считаем основными в плане абсолютно безосновательности, незаконности принятого по нам по запрету Меджлиса решения Верховным судом Крыма. Чолкина депутатлары өзара топрақ бөлелер. Дамартынларны өз адына дегелде сойсоп адына яздыралар. Бұл ақта мемуриетте чалышқан топрақ қызметшісі білдірді. Топрақ давасына эсасен Единая Россия ФРК азаларының алақасы бардыр. По участкам депутатов, в Остах 3, это однозначно. Буйновские тоже, Куриные. Коляка есть, Куриные есть, очень много. Далее особо отмечу Антонов. Это тоже 2 участка, который приходил ко мне. Просто многие из них
ко мне приходили, чтобы я подписал. Я ни одного участка не подписал, потому что считаю, что это незаконно. Скажите, земельная экспертиза дала отрицательный ответ. С 2013 года ничего не исправлено. Плюс я поднял материалы, вот у вас сейчас был Валера непосредственно. Материалы он мне помог их разыскать. Это Солнечный спорткомплекс «Солнечный» и 4-й микрорайон. И я посчитал, я почему сразу же и написал жалобу о том, что это нерациональное использование земли. Я еще не знал о том, кто в списках, какие списки и прочее, прочее. Это для меня не было известно. Я только лишь боролся, потому что въезд нельзя было портить вот этой застройкой. Русия сыңыр бекчілері Қырым меморий сыңырында фухари қартынан ашайтынен торбасыны тұтып алғанлар. Анда онан парасы да бар екен. Қарт білдіргеніне көре, о Қытайы Украинадан қайта еді. Украин сыңыр бекчілері оны кечірген, ләкин руслар торбасыны тұтып алғанлар. Қартын изатыны алупкалы блогер Сергей Псарев язды. Їхала я, видите, російська, там погранзастава у Херсоні є. Можете навіть писати це. Забрали геть із сумкою у мене все. Курку забрали, і качку забрали, і все забрали. Ви собі везли поїсти? Ну, да, там була родина моя, їхала сюди. У мене паспорт є і український, і руський. Бо руський нам давали, український не забирали. У мене все забрали, все забрали. Геть із торбою забрали. Хіба це можна так робити? Нельзя так робити. Це на російській пограниці? Так. Україна мене пропустила, все, паспорт, прийшла на Руську, все забрали до халуси. Ще чекайте, вони це, може, були б і не взяли, а це взяли. Я забула гроші, брала з собою гроші. У мене 2 сумки, а я ту сумку, де то їжа, та кинула гроші 10 тисяч. Думаю, нехай буде. А потім там заберу, хто це мені буде в сумку лізти. А потім, як вони сумку забрали, а я розтіралась, та й забула, що в мене там і гроші в сумці, поняла? Та й пропало все нахрен. Отак. Куча діл вийшла. Та й куди тепер йти? Кому жалітися? Та нікому нема жалітися. Тепер закону нема, тепер закон у тих людей. Маєте ви гроші, значить є закон. Нема у вас грошей, здихайте, помирайте, ти нікому не нужен. Бұсатқа сонки хаберлеріміз еді 17.30-да бұл студияда Искендер Меметовна Украин тілі хаберлерінен қаршыланас, атерілі олынас, көрішмек үзре.